Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Мои милые, огромное спасибо за ваши лайки, за ваши добрые, хорошие комментарии и за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Любит ли он? Играет ли его истинные мысли, чувства к вам прямо сейчас? Пожалуйста, подумайте о своем любимом человеке, либо о человеке, который вам очень интересен. Вспомните его глаза, его голос, его улыбку, ваш разговор, вашу встречу. Несколько раз позовите человека по имени. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Мой милый, дорогой, назовите по имени. Любишь ли ты меня? Играешь ли ты со мной? Какие твои мысли и чувства ко мне прямо сейчас? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, как относится к вам загаданный вами человек. Любит ли, играет ли его мысли о вас? Так, ну что, мои дорогие, человек относится к вам просто прекрасно, но вот это все он скрывает, реально, вот тайны, секретики, недоговоренность, недосказанность. У кого-то, кстати, сейчас проблемы по этому песочку, кто-то сейчас в охлаждении, в каких-то вот обидках, кто-то вообще не общается, у кого-то пауза. Ну, а кто-то, знаете, как люди как будто бы стесняются поговорить, как будто бы они боятся друг друга. Вот такой момент тоже видно. Робость какая-то в чувствах и в отношениях идет. Мужчина не может проявляться так, как хочет. Как он хочет? Во-первых, тут безумная страсть. Вот у нас тут голова дьявола, которая просто сводит его с ума. Он безумно к вам горит. Безумное желание быть с вами, наслаждаться вами, чтобы вы ему принадлежали и телом, и душой. Вот этого очень хочется. Очень к этому стремиться. Это ему нужно и важно. И многое бы он отдал, чтобы иметь возможность именно обладать вами полностью, без остатка, чтобы вы, кроме него, вообще никого не видели, да, и были полностью с головой в нем и в ваших отношениях. У мужчины много ревности. У мужчины много ревности, и ревность это идет не от вас, не от ваших каких-то там поступков, действиях, там, разговоров, а от его неуверенности в себе. То есть здесь человек в себе крайне неуверенный, закомплексованный, зажатый. И знаете, вот есть момент, когда человек там строит из себя, да, там пух на себя накидывают, да я такой, да я сякой, да я крутой. А по факту этого всего нет. Он перед вами пытается быть тем, кем не является. Кстати, кому-то такое поведение крайне не нравится, да, когда мужчина так себя ведет, и вы просто из-за этого тоже, кстати, можете от него отворачиваться, а он не понимает, он еще больше старается, да, показать, кто я такой и какой я замечательный. Играет ли мужчина с вами? Да, мои дорогие, играет, но играет, потому что любит. Он пытается выдавать себя за такого, знаете, крутого мачо, у которого все есть, которому там все легко, там типа пальцами щелкнул, у меня там все появилось. Знаете, вот такого себя строит. А у кого-то мужчина наоборот, строит из себя какую-то несчастную жертву. Он может там и плакаться, и рассказывать, как ему хорошо, вернее, с вами хорошо, как в семье плохо, там жена все соки выпила, такая там негодяйка и мерзавка, я там никому не нужен. Знаете, вот тут мужчина ради себя, ради своей цели играет роль, либо он играет роль жертвы, либо наоборот такого, знаете, крутого мужичка. Вот. Но то, что мужчина это делает для того, чтобы вам понравиться, это 100%. Для того, чтобы реализовать с вами свои планы, мечты и надежды. Его планы, мечты и надежды – это любовь с вами, любовь. И не только интим, не только кекс, но и
действительно близость, душевная близость. Вы знаете, вот он вас увидел и обалдел, просто обалдел на том же месте, потому что вы какая-то сказочная, невероятная. У вас невероятная мощная энергетика, которая его, знаете, как вот эту бабочку, да, на свет манит и манит. Вот он и рад бы, скажем так, от вас отлететь, но не может. Подсел. Он подсел на вашу энергетику. Хочется вас видеть, хочется к вам как это, до вас дотрагиваться хочется. Хочется чувствовать ваше тепло, ваш запах. Знаете, он ловит себя на мысли о том, что в толпе он обычно ищет глазами вас. Вот есть у него такое чувство, что где-то вы рядом находитесь или ходите где-то рядом. И вот когда там, ну, он где-нибудь сидит, например, там в офисе, смотрит в окно, и там толпа идет, люди ходят, и он пытается высмотреть вас. А если, не дай бог, какая-нибудь женщина похожа там сзади, там по прическе на вас, либо по стилю одежды, то у него прям аж сердце замирает, понимаете, прям сердце замирает. Вот он, была бы его воля, просто украл бы вас у всего мира и где-то бы с вами там уединился на всю жизнь, да, и чтобы только вы и он. Мужчина, конечно же, любит, но любовь это такая, знаете, легкая, поверхностная пока, да, это не глубокие те самые чувства, которые там воспевают поэты, да, показывают в сериалах и пишут в книгах, да, про них пишут в книгах. Это еще не то, но это уже предтеча, это уже вы его зацепили конкретно. Он для себя еще сам не определил, что это такое. Люблю, либо хочу, либо что это, почему я так на нее залип. Вот такие у него, кстати, вопросы возникают очень часто. Вы ему крайне редко снитесь, крайне редко, но эти сны, которые у него бывают с вами, там он просто теряется. То ли это явь, то ли это сон. Настолько яркие, настолько прямо его поражает самое сердце. И он каждый раз, мои дорогие, когда ложится спать, он все время думает, знаете, даже просит: Господи, пожалуйста, приснись мне, приснись мне. То есть, понимаете, он вас не к себе призывает. Вот такой момент происходит. Кстати, если кто-то в браке, кто-то в отношениях с мужчиной, то знаете, что очень сильно боится, что вы его бросите, что вы разведетесь. Ведет себя по-скотски, извините за слово, но я это вижу, это для тех, кто в браке, ведет себя как вот обыватель-потребитель, но при этом сам себя за это ненавидит, но ничего сделать не может. То есть то ли привычка у него такая, то ли какая-то ущербность в характере, понимаете, какой-то вот у него есть минус в нем. И это вот какая-то черта, она либо врожденная какая-то, либо он сам себя к этому приучил, либо кто-то ему подсказал. То есть, да, человек, который там знает, что горячо, да, все равно там пытается из костра угли доставать, да, вот это похожая ситуация. Он и сам ранится, и вас ранит, и все потому, что боится вас потерять, боится признать ваше главенство в вашей семье, лидерство ваше, то, что вы и умница, и красавица, и все на вас держится, понимаете? У кого-то мужчина может злоупотреблять допингом, причем допинг это могут быть и азарт, и алкоголь, и там связи, понимаете, это допинг, все допинг. Это не по любви, например, если у него есть связи, это именно для того, чтобы, знаете, вы к нему холодны. Вот вы реально холодны, и он сам себе доказывает, что нет, я не такой уж, я не так уж плох, что там есть у меня друзья, которые за мной горой, есть там другие дамочки, которые готовы снять трусы и прыгнуть мне в постель, да. То есть это как доказательство того, что он еще там состоятельный и, ну, кому-то нужен, да. Хотя на самом деле, еще раз говорю, мысли о вас, у него вот его вселенная крутится вокруг вас, да, вот вы центр его вселенной. Он вот когда Земля вокруг Солнца крутится, вот это так происходит. Мужчина сам себе не понимает, да, сам себе не хозяин. Настолько сильно его комплексы заели. У него, кстати, эта история из детства. Возможно, мама как-то там его неправильно воспитывала, либо слишком она была деспотичная, либо она слишком, знаете, как ему потакала, да. Но тут суть одна. То, что он самый лучший, да, а все вокруг недостойные. Ну, либо она всегда ему говорила: Господи, сынок, ни одна женщина тебя недостойна, да, и он с этой мыслью вырос. А тут на тебе, влюбился, забылся, да, и как это понять? То есть вот тут у него уже, знаете, столкновение в понятиях. Я же самый лучший, да, а как я мог так вот полностью себя отдать женщине на забаву, на потребу, да?
Здесь ситуация очень сложная. Как он видит, что он думает? Смотрите, ну вот вы в центре вдвоем, причем смотрите, как он думает, да? Вот это его подсознание, вот то, что ну, скрытое и то, что нельзя обмануть, да, то, что не может лгать. Вот вы здесь два равных партнера, видите? Два равных, абсолютно одинаковые картинки, абсолютно. Нету перекоса. Вы равные люди, равные. Вы в доме, в одном большом сердце, в одной большой душе. Между вами корона. Это счастье, это достижение, это радость, это очаг. Что мужчина хочет? Быть с вами хочет, любви с вами хочет, счастья с вами хочет, радости с вами хочет. Может ли он себе это позволить? Нет. Почему? Да потому что сам такой, понимаете, сам от этого отказывается. Не хочет над собой работать, не хочет ничего в своей жизни менять. А вы знаете, тут даже другая ситуация. Он бы, может, и хотел, но не знает, как это сделать, и как будто бы помощи у него нет, да, никто не придет и не подскажет, никто не поможет. Стесняется с вами разговаривать на чистоту, на прямоту. Если вы спрашиваете, то либо отмалчивается, либо отшучивается, либо скандал устраивает, да, чтобы его не трогали. Такому человеку проще бежать и прятаться, чем решать какие-то проблемы. А можно ли с этим бороться? Сомневаюсь. Если человек сам не выйдет на правильный путь, хотя бы не сделать несколько шагов, а что вы можете сделать? Связать его и отнести в сторону света? Так не получится. Разговаривать бесполезно, потому что он, понимаете, он как бы вас жаждет и в то же время боится. То есть вот такая ситуация, как бы, знаете, тупиковая немножечко ситуация. Что я хочу вам сказать? Вот здесь у меня искаженные цифры вышли. Ну, я так понимаю, что это восьмерки. 8 периода времени пройдет, может чуть больше, может быть там не 8, а 18. Понимаете, 18 дней, 18 недель. У кого-то так, у кого-то дольше будет. Мужчина предпримет какой-то шаг конем, что-то он такое вам необычное там предложит, сделает, как-то себя обозначит. И будет какой-то невероятный разговор, очень нежный, очень такой, знаете, прям открытый, где мужчина поделится своими тайнами и страхами. И вы, мои дорогие девочки, используйте этот момент, чтобы его немножечко поменять. Здесь, конечно, я со своей стороны могу вам рекомендовать себя вести с ним абсолютно честно, открыто и чисто, да, все проговаривать, все от и до, чтобы все было вот прям на блюдечке, да. И если есть возможность, конечно, говорите мужчину, там, я не знаю, посетить семейного психолога, если вы в паре, в браке. Если нет, то, ну, намекните, что есть такие специалисты, которые помогают решать проблемы. Там, скажите, например, что вот я слышала, да, вот кто-то там из моих, может быть, знакомых мне говорил, что вот так и так у человека были проблемы, он все порешал. Потому что этого человека его просто нужно подтолкнуть. Подтолкнуть. Помочь? Нет, вы не можете помочь. А подтолкнуть человека вы можете. То есть все зависит от него. Мужчина на грани, да, без 5 минут, и он будет любить вас жертвенно и прям до конца своих дней. Ему осталось 5 минут до этого. Понимаете? Вот такое сейчас состояние у него. При этом, смотрите, при всем при этом, мужчина просит высшие силы дать ему с вами счастье, дать ему с вами покой, даже если он женат, даже если он ваш муж и ведет себя скверно. Все равно он просит высшие силы, чтобы вас не разлучали, чтобы вы были вместе именно вот в паре, чтобы у вас была гармония и чтобы у вас было счастье. Вот такая ситуация, мои дорогие. Так, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.